صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. На прошлом уроке мы говорили о ильмуль калям, о некоторых названиях науки таухида, науки акиды. И вот после урока мне один человек тоже задал вопрос, отдельный вопрос по поводу Ибн Кудама, потому что во второй части урока мы привели слова Саид Фуда о том, что Ибн Кудама относился к муджассима. Попросил, то есть мы обратились к книге, конечно, посмотрели его книги, такие как Люма. В них ничего такого нет, но эти слова, то есть мы опирались на мнение таких ученых, как Алляма Каутари и шейх Саид Фуда. Даже для примера, Алляма Каутари, рахимуллах, Саид Фуда, хафизуллах, он переиздал эту книгу несколько раз уже, свою книгу по акиде, убрал какие-то имена, но вот имя Ибн Кудама он оставил до сих пор в списке муджассима. Поэтому, то есть некоторые считают, что лучше не педалировать этот вопрос, не называть, так как нужно делать больше для единения мусульман. В принципе, это правильная позиция, но мы поделились с вами мнением шейха Саида Фуды по поводу этого человека и так далее. Что же сказал Абу Ханифа, рахимуллах? Он был из первых, то есть из великих людей, кто проводил различные дискуссии с заблудшими людьми, с людьми ахва, люди, которые шли за своими страстями, боролся с ними. Также приводится от Хаммада ибн Абу Ханифы. У Абу Ханифы, рахимуллах, был сын, его звали Хаммад. Он говорил, что отец, то есть Абу Ханифа, повелевал мне изучать науку каляма, науку акиды, ту науку, которая знакомит нас с Господом, знакомит, то есть учит нас противостоять заблудшим течениям, заблудшим сектам. И также он говорил: «О, сынок, изучай калям, поистине это фикхуль акбар, это самое великое понимание». Фикхуль акбар – это и есть наука калям. В книге Манакиб Кардари говорится, что Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, имам Зуфар, также Хаммад ибн Абу Ханифа, Хаммад – это сын тоже Абу Ханифы, они были из тех, кто выходил своим словом против заблудших людей, и в этом каляме, в этих беседах они всегда выходили победителями. То есть такими были, и они являются имамами ильма, имамами знаний. Что это? То есть это хвалебно, если ты можешь. В основном ученые порицали занятия калям из-за того, что человек не знает тонкости этой науки и начинает входить в эти споры, потом у него появляются сомнения, появляется шак в этих вопросах, и он только, это вред для его имана, вред для его религии. Поэтому нельзя входить в эти вопросы, очень сложные вопросы, не зная. То есть не умеешь плавать, не лезешь в воду, нужно изучать. Эти доказательства указывают на важность изучения имамами, и имамом Абу Ханифа, и его асхабами, его сподвижниками, его учениками ильмуль калям, науки каляма. Также из книги, в начале книги мы с вами познакомились с словами Абу Джафара Тахави, рахимуллах. Он как раз и ссылался, он что говорил? Вот эта акида, известная книга по акиде имама Тахави, он как раз сказал: «Баяну акида» – это рассказ о акиде ахли сунна, то есть фукахай милля. Он начинает ее говорить словами фукахау милля, факихи нашей религии. Кто они? Абу Ханифа и Абу Юсуф, имам Мухаммад бин Хасан, рахимахумуллах. То
То он приводит их имена и говорит, что это великие ученые, великие имамы нашей уммы, и опирается на них. Также Алляма Каутари, рахимахуллах, он в предисловии книги Ишаратуль Марам делает накаль, приводит из книги Усулюддин имама Кахира Багдади. Также это можно найти, то есть приводит также Байдауи. Первые мутакаллимы, великие ученые в акиде, мутакаллимы из факихов и основателей мадхабов, это Абу Ханифа и также имам Шафии, вот эти два великих ученых. Поясни, Абу Ханифа, он сам написал книгу «Фирадды» в опровержении такого течения, как Кадария, и назвал ее «Фикхуль Акбар». Все мы слышали об этой книге. Имам Шафии, он написал две книги по каляму. Первая, это называется «Тасхиху Нубуа», в опровержении Барагина. Вторая книга – это «Рад аля ахль ахуа», людям, которые шли за своими страстями. Приводится от Абу Абдуллаха Хусейна бин Али, что поистине имам, подразумевается имам Абу Ханифа, рахимуллах, он был мутакаллимом, великим мутакаллимом нашей уммы в свое время. В его время подобных ему не было в этих вопросах, и был факихом, он лучше всех понимал в свое время вопросы халяля и вопросы харама. Вопросы халяля и вопросы харама. Это очень важно, это великая степень, это великая хвала. Например, вот даже вот сейчас из наболевшего сегодняшнего вопроса халяля мало кто знает. Мы, например, с вами читаем хадис пророка, халяль баин, халяль известен, харам баин, харам тоже известен, да? И то, что байнахума мушаббаха, то, что между ними, это сомнительное. И дальше в хадисе мы понимаем, ля я'ляму кафиру минан нас, большинство людей не понимают об этом, не знают, что такое халяль и харам. И мы сейчас подходим просто к человеку, который и намаз толком не умеет читать, или фатиху читает с ошибкой, спрашивает, это халяль? И он говорит, да, халяль. Начинаешь разбираться, что он имел в виду, он говорит, ну имеется в виду не свинина. Он не знает, как делается халяль, не знает тонкостей. Вот простой пример. Хотели завести Татарстан оленину. Хотели завести оленину. Сказали халяль. Сказали халяль. Мы говорим, а кто резал? Там, говорит, резал таджик. Он, говорит, мусульманин, у него, говорит, большая борода. Мы говорим, хорошо, ну а как резали это они ее? Это на севере, то есть режется на севере. А где сейчас он? Он говорит, сейчас в Таджикистане. А как он резал? Вот он зарезал и уехал туда. Хорошо. Мы говорим, ну мы не знаем, не видя, как мы можем подтвердить, что это халяль? Теперь нам присылают бумагу, подписывает один из муфтиев. То есть муфтий, имя пусть останется в секрете, один из муфтиев пишет, я по такой-то, такой-то подтверждаю, что вот это мясо зарезано с канонами ислама, халяль, все. Мы говорим, погодите, дайте изучить. Мы же не можем просто на слово поверить, то есть как комитет халяль наш, он не может просто на слово поверить. Потому что цель комитета должна заключаться в том, он не должен отстаивать интересы производителя, он должен отстаивать интересы нас, уммы, потребителя. Говорят, вот мы не можем усложнять условия, так как им будет сложно производить продукцию, и они вообще ее перестанут. Мы говорим, нет, первое правило, он должен соблюдать наши условия, чтобы мы 100% ели халяль. То есть комитет нужен для чего? Не чтобы назвать что-то халялем, а назвать то, что является халялем, а не называется халялем. И вот теперь тот муфтий звонит в наш комитет и говорит, вы как не принимаете? Я же сказал, что халяль. А ты сам видел? Говорит, сам не видел. А как они дали некоторые наводящие вопросы? Он сказал, что у меня даже видео есть. И вот присылает видео, и мне его показывают. Сначала животное делает что? Такой пневматический пистолет, стреляют в голову животное, еще 2 раза стрельнул, то есть его убили. Они подвесили, висят, и после этого только что-то там зарезали. Вы понимаете, как человек, муфтий к нам обратился? Сколько людей выходило, почему вы не принимаете наши? То есть мы должны проверить. То есть люди, которые называют учеными, среди своих людей он ученый наверняка, он что делает? Называет халялем то, что не является халялем. Понимаете? Называет халялем то, что не является халялем. Поэтому вопросы халяля, они очень важны. Корми. То есть красный, это знаете, да? Сейчас куда его только не суют, крабовые палочки, то есть в этом верхняя упаковка. Заходим в халяль-кафе, из этих палочек, то есть где используется запретное сырье, делают салат, и называется халяль-салат. Мы должны знать, мы должны изучать халяль и харам. И вот это некое отступление. Абу Ханифа, рахимуллах, он был великим ученым своего времени, и он лучше всех разбирался в вопросах халяля и харама. Это очень сложный вопрос, на самом деле, это не просто так. Например, вопрос истихаля. Какой-то мадда, какая-то вещь, которая попала в еду, изменилась она или нет? Исчезла она в составе или нет?
Если есть спирт, однозначно мы можем сказать, что это запретно или нет? Из чего сделан этот спирт? То есть он из дерева, из картофеля. То есть что будет, что произошло с этим продуктом? Для этого и есть комитеты, которые должны проверять. Но первая цель – отстоять наши интересы, интересы потребителя, а не производителя. Это важно. То есть определить то, что является харам, а халяль. То, что является харам, а не то, что называется просто халяль. Назвать все, что угодно можно. Сказать все, что угодно можно. Сказал имам Абу Юср аль-Баздауи, рахимуллах, в своей книге «Усулюддин», что Абу Ханифа, рахимуллах, говорил, что изучая эту науку, то есть ильмуль калям, и благодаря этой науке он противостоял му'тазилитам и боролся с различными людьми, которые привносили в нашу религию новшества. Эта наука очень важна. Написал в этой науке книги, например, «Ахлю бида ва зайг», «Алим валь мутааллим», книгу «Фикхуль Акбар». И в книгу «Фикхуль Акбар» он указывает на то, что нет ничего порицаемого в изучении этой науки. Нет ничего порицаемого в изучении науки ильмуль калям. То есть мы следуем за имамом Абу Ханифой, поэтому порою, когда ученые опровергали ильмуль калям, используя это слово, то есть опровергали философию, подразумевали философию или подразумевали тот калям, ту речь заблудших людей, например, мутазилитов или там, карамитов, когда они пытались выходить против ясных постулатов нашей религии. И вот этот калям, вот эту речь, вот это направление в науке, которое занимались они, опровергали наши ученые. Также приводится от Мухаммада, он приводит от Абу Ханифы и Абу Юсуфа. Интересная очень вещь, что намаз за людьми ахва, то есть нельзя за ними читать. То есть мы знаем, читаем тахавию, то есть что мы можем читать намаз за любым грешником. Но вот некоторыми заблудшими людьми читать намаз не рекомендовал. Абу Ханиф от него приводилось. Это и в хале сагир, кабир, фатхуль кадир, что нельзя следовать за мутакаллимом. То есть мы сами знаем, что имам Абу Юсуф занимался калямом, что Абу Ханифа занимался калямом, но, говорит, нельзя следовать за мутакаллимом. То есть они подразумевали определенные группы заблудших людей, которые использовали науку, то есть использовали калям для заблуждения людей, для того, чтобы увести с истинного пути. Имам Аллама Кади Хан в своей книге «Фатауа» пояснил, что ахва – это не просто люди, которые идут за своими страстями, а говорит, что это джахмия, то есть такая секта, которую называют джахмия, говорит кадария, рафидия, те, которые говорят о сотворенности Корана, Также мушаббаха, он продолжает говорить, что мушаббаха, те, которые уподобляют Аллаха творением, ля таджуз, не разрешено читать намаз за ними. Те, которые употребляют Аллах субхану тааля творением. Но в своей основе ильмуль калям, наука каляма, изучать акиду, это наидостойнейшая наука, наидостойнейшее занятие в шариате. Потому что это ваджиб, обязанность изучить Творца. Настолько, насколько то есть мы это сможем сделать. Ознакомиться с его сифатами, ознакомить других, ознакомиться с далилями, доказательствами, конкретными доказательствами, которые будут взяты из Корана и Сунны, познакомят нас, и впоследствии мы сможем знакомить людей с Господом, сможем рассказать о его сифатах. Это станет причиной счастья в обоих мирах, иначе никак. То есть мы не сможем поклоняться, если мы не знаем, кому мы поклоняемся. Например, то есть мы с вами тоже историю, помните, рассказали про Узейра, когда Насара Иса сказали, что это сын Господа, когда иудеи назвали Узейра сыном Господа. Из-за чего это? И все шло из-за таджсима. Шло из-за того, что они могли представить, что Господь, что Аллах может быть как человек. Может быть как человек. Что у него могут быть такие сифаты. Они уподобляли Господа людям, и отсюда шли вот эти все заблуждения, все вот эти недостатки. Мы читаем даже в Муладжаме, очень интересная айбара приводится, «Махмад тасавварта бибалик, фаллаху бихиляфи далик». Все, что бы ты не представил в своем уме,
все, что не пришло тебе на ум, Аллах не будет похож на это. Все, что тебе не пришло на ум, Аллах не будет похож на это. Это как в истории, помните, имам Газали с головой петуха? То есть был слепой человек, который ничего не видел всю жизнь, но однажды он прозрел и увидел голову петуха, который смотрел в окно. И теперь и опять потерял свое зрение, но когда ему что-то показывали, он всегда говорил: а как это по отношению к голове петуха? Ему говорят: есть горы. То есть не показывали, ему рассказывали: есть горы. Он говорит: как вот они соотносятся с головой петуха? Есть закат, он очень красивый. Ну как это похоже с головой петуха? Вот объясните мне. То есть он единственное, что знал из этого мира, это была голова петуха. И он все сравнивал, пытался сравнить с ней. Разве возможно? И разве мы способны познать полностью, то есть сказать: вот объясните, каков он Господь? Мы не знаем, мы не сможем. То есть в этой дуне увидеть его невозможно. Аллах в Коране нам говорит, что то есть в джаннате можно будет увидеть. В джаннате возможно будет. Но как это будет? Руятуллах, как это будет происходить? Биля кайф, без образа. Мы не знаем, как это будет происходить, но верим в это. صلى عليك الله يا